Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» будет вновь работать с красотой. В преддверии Нового года многие хозяйки переживают за то, как же можно красиво подать то или иное блюдо, как оформить новогодний стол, ну и, возможно, до сих пор кто-то из нас еще в поисках хорошего подарка. Вот сегодня все эти вопросы мы решим в рамках нашего проекта, потому что сегодня мы будем говорить про сервировку стола. Знакомьтесь, Сардана Вячеславовна. Сардана Вячеславовна у нас эксперт в этом деле, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Но мы обо всем будем говорить поэтапно, да? Но вообще с чего начинается правильная сервировка стола? Ну, начнем с того, что нужно подготовиться к новогоднему столу. Когда мы определяемся с количеством гостей, мы уже знаем, сколько примерно у нас будет длина стола. Поэтому, ну, допустим, сегодня у нас пусть будет 6 человек, и на 6 персон мы накрываем стол. А вот здесь тоже возникает вопрос, да, зачастую даже когда приходишь в некие рестораны, да, к примеру, садят очень тесно. А есть ли какие-то стандарты? То есть, допустим, условно, у меня должна рука налево-направо раскрыться, да, либо у меня локти должны как-то помещаться. Как правильно рассадить людей за стол? Да, совершенно верно. Есть стандарт, определенное количество, ну, норматив на человека. Это 50 сантиметров. Можно от 50 до 100. Ну, если у нас зал большой, и мы хотим свободно, чтобы наши гости сидели, то метр, либо 80 сантиметров. Потом мы выбираем уже скатерть, то есть текстиль. И здесь нужно учитывать некоторые нюансы. При встрече Нового года и вообще в новогодней сервировке существует около 5 стилей. Да, это классический стиль сервировки, когда используются такие цветовые гаммы, как красный и желтый. Классический. Классика. Да. Эко-стиль – это как, в последнее время в тренд, да, можно сказать, эко-стиль, то есть не используем пластмассовую посуду, используем дерево, там, камни и так далее. Да. Что касается скатерти, лен, допустим, ХБ, да, материал. Все, что связано с натуральными материалами. Да. И стили символа Нового года. То есть у нас какой год? Год лошади, если не ошибаюсь, да? Да, огненные лошади. Огненные. В этом году очень актуальны терракотовые оттенки и глубокие оттенки, то есть темно-зеленый, темно-оранжевый, может быть, да? И когда мы выбираем скатерть, необходимо тоже цветовую гамму определить. Мы, например, взяли сканди-стиль, да, белая скатерть, не яркий, не вызывает таких ярких эмоций, да, можно сказать. То есть нейтральная нейтральная, такая. Да, то такая. есть все счистого листа. Универсальная, можно универсальная, сказать. да. Также есть такой торжественный стиль, это когда помпезно, не то что помпезно, а хрусталь кто-то использует, кто-то бархатную скатерть использует, да, вот. Можно также, помимо скатерти, здесь обратите внимание на размер скатерти. Размер стола, если у вас, допустим, 3 человека сидит, длина у нас 150. 150. Свисание скатерти от края стола 20-30 сантиметров. И когда вы уже накрываете стол скатертью, желательно, чтобы вот бока, углы, да, вы красиво придали форму. Мы определяемся, ставим дорожку или нет. Но бывает, что дорожка нужна. Дорожка используется вообще на скатерть для разделения зона одного гостя и зона другого гостя. И мы, когда ставим дорожку, уже придается торжественный вид. Но у нас вот здесь, смотрите, дорожечки не хватило. Это нормально или нет? В домашних условиях да, но в ресторане нет. Дорожка у нас должна быть, вот обратите внимание, углы, они должны лежать на торце. Так. И если есть украшения у дорожки, то они не должны быть внизу, вот так, да, а выше. В данном случае оно должно выглядеть таким образом.
как нужно правильно выбирать посуду для праздничного стола? А здесь, если у вас торжественный стиль, допустим, да, то, конечно же, хрустальная посуда, конечно же, фарфоровая посуда, допустим, да. Если сканди стиль более такой утонченный, да, можно использовать фарфоры, либо фарфорофаянсовые, фаянсовую посуду, либо керамику можно использовать. Даже деревянные спилы можно использовать. Вот ну, так. если эко-стиль. Да, если эко-стиль. Мгм. У нас сегодня У нас сегодня фарфор. фарфор. Мгм. Итак, у нас как будто бы будет... Подобрали сервиз. Сервиз, как правило, на то количество гостей, которые у нас есть. И желательно, можно использовать белый классический, можно подобрать под цвет символа года, допустим, если мы в стиле символа года будем сервировать стол. А в данном случае мы будем использовать такие зеленоватые Зеленовато. оттенки. Ну, дорожка уже диктует свои условия. От края стола 2 пальца. И только потом И- тарелочка. Мгм. Но предварительно мы должны с вами определиться. Вот третий человек у нас вот сидит, и пальчика. примерно 50 сантиметров и середина Вот Мгм, моя территория. территория. Да. Посередине, по центру здесь 2 пальчика здесь. Мгм. Мгм. Вот так. Второй человек сидит здесь, вот его территория, тоже 2 Вот его пальчика. и территория. всё. Вот. То есть тарелки не должны быть на краю и слишком в глубине стола. 2 пальчика. Мгм. Меряем. И напротив. Так, проверяем. 2 пальчика. Вот так. В идеале, конечно, в ресторанах ставят стулья и потом опираются на расположение стула. Отлично. По поводу размера тарелок. Очень бывает много споров, да? Если у вас маленький стол, постарайтесь брать мелкие. Хотя это пирожковая тарелка, у нее размер от 14 до 18 бывает сантиметров. Можно использовать, если маленький стол и много людей, можно использовать маленькие тарелки. Но у нас вот эти тарелочки какие? Классические или что это? Это классические для закусок. Пирожковую тарелку в идеале принято ставить слева, вот с левой стороны от тарелки, да, но Тогда блюдо не поместится у нас. блюдо не поместится. Поэтому мы что делаем? Ставим на тарелку. Поверх. Мгм. Это просто для экономии пространства. Для экономии пространства и чтобы было красиво. В данном случае мы вот нижнюю тарелку используем как сервировочную для нас, да, в данном случае, и используем для подачи основного блюда. А вот эту маленькую пирожковую, так как мы отдельно не аристократично не будем же питаться, поэтому мы будем его как для закусок использовать. Когда подбираем посуду, стараемся подбирать именно, что мы хотим подать в ней, что у нас будет. Если есть люди, которые на праздниках кушают суп, потроха, например, да? Тогда глубокая столовая тарелка Обязательно. будет, да? Либо ложка, допустим. Либо пиалочка. Мгм. Пиалочку можно? Пиалочку можно, да. Пельмени Но, с бульоном же у нас но будет. заранее сервировать это не нужно, просто подготовить. Подготовить и потом уже с блюдом Да. выносить. Идеально, конечно, когда единый сервиз. Ну, в едином стиле посуда должна быть. Существует несколько способов расстановки приборов. Классические – это когда используются нож и вилка. Также мы ставим 2 пальца От края. от края, нож лезвием к тарелке, а то иногда бывает в интернетах показывают вот такое расположение ножа. Это неправильно. Лезвием к тарелке должно быть и вилки зубьями вверх. Если у нас десерт, как правило, то мы можем десерт, который мы едим ложкой. Как правило, это чайная ложка, мы можем ее поставить сверху над тарелкой, да, либо справа с ножом. А если у нас будет суп? Суп мы ставим сюда, а чайную ложку переставим. Вот так. Потому как, вот смотрите, сначала мы едим салаты, здесь у нас приборы, да. Если мы используем закусочные приборы, то ставим сюда. Но так как в домашних условиях не всегда бывают определенное количество приборов, поэтому что делают? Вот так можно ставить,
Сначала мы кушаем салаты, потом суп, Суп. потом десерт. Ну и горячее можно повторить, да? Мгм. Вот так. Также можно и использовать рыбные приборы. Но эти рыбные приборы не у всех есть. Мгм. Их мы можем поставить тоже как по мере употребления пищи. Бокалы выбираем какие угодно, какие у вас есть, да, но желательно под воду, под шампанское обязательно, под соки. То есть 3 бокала должно быть как минимум, да? Нож, он должен быть на одной линии и чуть-чуть несколько сантиметров дальше. Но так как у нас тут будет еда, можно поставить вот так, с краю. Не запрещается, да? Не запрещается. Рядом с ножом. Это даже красиво будет. Салфетки мы можем, особенно на Новый год, использовать такие кольца, да? Бронзу можно использовать, латунь по приборам тоже, да? Очень сейчас модно использовать такой многосенсорный опыт, же мы сказали. Вообще многосенсорный опыт – это когда гость руками трогает разную текстуру, посуда, например, приборы, стекло, скатерть, да, и потом слышит музыка, может быть, потом видит освещение, может быть, приглушенное, допустим, или свечки могут быть, да, потом и нюхает Ароматы, да? аромат, да. Поэтому можно использовать разные варианты. Кольца даже можно самим сделать из подручных средств. Берем салфетку изнаночной стороной вверх, треугольником сворачиваем, потом этот треугольник в 2 раза складываем, и здесь делаем не ровно вот так, а наискосок. И затем это сверху. И у нас получается, вдеваем в кольцо. И самый простой способ. Можно использовать персонализацию. Что это такое? То есть мы каждого приглашенного человека знаем и знаем, куда, где, с кем, кого рассадить. По рассадке тоже нужно подумать, да, кого с кем посадить. И можем придумать маленькие подарки. Можем открытки с семенами, да, либо сверху над тарелкой, либо на тарелке положить имя гостя и маленький презент, подарок, допустим. Можно вот так, можно вот сбоку, да. Вот такие игрушечки, елочные игрушки. То есть комплимент в начале вечера да. Приветствуется, да? Да. Отлично. Вот. Всё. И человек уже будет получать такое очень новогоднее настроение прям в моменте уже, да? И следующим этапом у нас салфетница бумажная, да. При выборе салфеток бумажных желательно выбирать, чтобы рисунки, везде же у нас рисунки посередине, Да. а мы стараемся выбирать, чтобы зеленая гамма у нас по бокам была. Краюшку. Да. И желательно, чтобы рисунок тут красивый был. Выделяем рисунок, ставим так. И, конечно же, соль, перец. Они должны быть по разную сторону, да, или не принципиально? Не принципиально. А так, конечно же, в ресторане зависит от входа. Если у нас вход, допустим, слева, тогда мы ставим соль, перец, стараемся не показывать. Мы прячем соль, да. перец от входа. Можем использовать, если у нас эко-стиль, елочную композицию. Можно натуральные ветки, да. Я приверженец того, чтобы не загромождать стол. Раньше, конечно, были тренды, то, что обязательно еловая ветка По центру, да, с игрушками. Да. Куда еду ставить? Да. Вопрос, да? Поэтому... Небольшого декора будет достаточно. Небольшого декора достаточно. Для настроения. Ну и, конечно же, у нас символ года – это лошадь. Желательно, чтобы символ года присутствовал у нас на декоре.
Можно использовать разные вариации. Поставить, допустим, посередине и по бокам, либо просто по бокам. Если мы очень хотим венки, чтобы он у нас как бы натуральный цвет был, да, ну, запах такой стоял, то мы можем его также использовать и использовать вот гирлянды, например, теплых оттенков. И сюда поставить уже какое-то блюдо. И да, блюдо, ну, у нас обычно что, мясо, да? Да. Мясо, либо фрукты можно поставить. Ну, то блюдо, на котором вы хотите сделать акцент. То есть самое красивое блюдо. Самое здесь. красивое блюдо, и по центру желательно поставить его. Все, поместилось. Так, ну и, конечно же, ваза Под фрукты. под фрукты может быть. Ваза на ножке. Ваза на ножках, фрукты у нас могут быть, да. Также у нас могут быть различные печенюшки, Сладости. сладости, да. И чтобы не загромождать стол, мы можем десерт в конце, ну, где-то так сбоку. А вот как вы относитесь к подобным большим, так сказать, вариантам украшения стола? Потому что действительно здесь это больше про красоту, чем про функционал. Да, больше про красоту. И, ну и когда сейчас же очень любят фотографироваться. Вначале стол накрываем красиво, а потом уже фотографируем, Да. И можно убрать. можно убрать. Когда мы тренируемся, допустим, при сервировке тренируемся, да, расставляем все, и затем, что у нас будет в меню. Ассорти мясное, как правило, это нарезки, да, и пробуем, как они у нас будут стоять, смотреться. Мы можем, допустим, взять посуду по того же размера, в чем будем подавать, и расставить. Также у нас очень много салатов бывает. Но обычно я салаты делаю, ну, лично я 2-3 вида. И не так тазами, как раньше, а чтобы потом жалко выкидывать же. Поэтому я делаю если человек 20 приглашаю, то делаю на 3 порции. Достаточно на одну тарелку положить с одной стороны, один вид с другой стороны, и у нас получается Оливье тут, все виды оливье салатов. там, крабовый тут. Да, И салаты подаются в глубоких, да? в глубоких емкостях. Ну, есть те салаты, которые мы можем, ну, допустим, слоистые, мы можем их на бокале прямо. Селедку сделать. под шубой, допустим. Допустим, В да. модном варианте, в Да, бокальчике. бокальчики можно. Сардана Вячеславовна, а если мы будем говорить все-таки про национальную кухню, да? Саламат. В чем подаем саламат? Саламат, как правило, подается порционно, поэтому в маленьких таких розеточках, ну, мы называем розеточки, а некоторые называют салатник маленький. Так, профессионально розеточка. То есть порционно. Ага, порционно каждому по 30-50 грамм. Этого достаточно. И к саламату мы обычно ставим чайную ложку. Чайные ложечки у Ну, нас уже или есть? кофейную ложку маленькую. То есть саламат Если мы порционно ставим, то желательно это с правой стороны ставить. перед бокалом. Ну, и в горячем виде. Ну, а изюминкой любого праздничного стола у нас на севере является, конечно же, индигирочка. Вот индигирку мы выносим в глубокой таре, порционно, либо раскладываем в тарелочки. Как правильнее? И, вообще рыбные блюда лучше подавать в овальной посуде и в посуде в виде рыбы, допустим, да? А так индигирку, если это салат, то мы в салатнике можем подать. А если у нас строганина, допустим, то мы можем подать вот в таких длинных овальных блюдах. Но есть такие очень громоздкие, да, посуды, которые, ну, допустим, ну, действительно занимают много места. Ну, условно, супница, да. Вроде бы ты суп-то поел, должна ли эта посуда стоять весь вечер на столе? Весь вечер нет. Единственное, когда, если у нас суп из потрохов, и это у нас как бы основное блюдо, тогда суп из потрохов в супнице стоит, каждый сам себе разлил, и все убираем.
освобождаем место для подачи другого блюда. Ну вот в руках у вас сейчас супница или нет? Сейчас у меня в руках это оладница, Мгм. так как мы очень любим с утра, чтобы наполнить дом ароматом, да, очищать дымом приготовление оладьи. Мы с утра делаем оладьи на всех гостей, кто у нас приходит на Новый год. Мгм. И, как правило, оладницы у нас бывают такие большие, огромные, да, и с крышечкой. Она тоже должна стоять весь вечер на столе? Нет, оно стоит просто на столе, где у нас кухня. А, И уже оттуда гости сами подходят. То есть Либо так- же мы можем подать в обнос. Приходим, пошли, и подали. каждому гостю, и каждый гость может сам уже сколько штук взять. Обычно мы подаем сначала напиток, а потом блюдо. Мгм. Поэтому так, перед подачей вот чайная пара. Мгм. При выборе чайной пары нужно обратить внимание, чтобы бывает иногда производители выпускают блюдце, которое не подходит к чашке. Мгм. И здесь вот обратите внимание, что вот как ни шевели, чашка стоит. Это очень удобно, да? И смотрим на емкость чаши. Мгм. Если это любители выпить чаю, конечно же, Много, мы выбираем от Побольше. 250 и больше. Если мы не любители, достаточно классического варианта 150, да? Мгм. Вот. И ставим, ручка чашки, она смотрит на 5 часов, а ручка ложки смотрит на 4 часа. И таким образом мы ставим справа от гостя. Справа от гостя. Так, я не поняла. Вот. То есть носик, ой, господи, ручка смотрит на 5 часов вечера, 17 часов, а ложка на 16 часов. Мгм. Представляете, сколько тонкостей и нюансов. Вот если я поверну к вам будет понятно. 17 часов, 16 часов. Если мы говорим о персонализации, то для каждого гостя мы можем подготовить открытки с пожеланиями. Эти пожелания мы можем как сами написать, так и с интернета откуда-то взять, да? Но желательно, конечно, самим. И эти пожелания, либо открыточки, мы можем прикрепить с помощью таких новогодних прищепок. «26-й год» – это год лошади. И наши производители выпускают такую посуду, у них очень фантазия играет, да? И вот символ года. Можно поставить такую посуду. Посмотрите на эту красоту. Даже притронуться страшно. А на самом деле это не просто арт-объект, это посуда. Это посуда, да. Здесь можно поставить выпечку, различные, фрукты можно, кондитерку можно и печенюшки различные. Какой же Новый год без свечей? Когда мы свечи используем, мы можем подбирать свечи уже цветные под цветовую гамму нашего стола, либо мы можем использовать, допустим, эко-стиль, когда ручная работа, свечи ручной работы, и можно использовать канделябры. Но я рекомендую канделябры, если высокие берете, или если высокие у вас есть дома, то желательно их ставить сбоку. И по технике безопасности обязательно смотрим, чтобы свечи стояли очень устойчиво и чтобы они не упали. Далее, если мы хотим поставить свечи на середину стола, тогда высота свечки с подсвечником не должна быть свыше 30 сантиметров от стола. Это делается для того, чтобы гости друг на друга смотрели. Итак, подводим итоги нашей сервировки. Да? Я для себя отметила очень многое сегодня. Я думаю, многие телезрители тоже. Да? Но вот, в целом, как сказала Сардана Вячеславовна, да, сегодня в домашних условиях можно делать так, как тебе удобно, главное. Да. Да? Но, конечно, все-таки какие-то правила, какие-то каноны, они существуют. Да? И их нужно придерживаться. Да, совершенно верно. Главное, чтобы вам было удобно и гостям было удобно.
Ну и придерживаться таких правил, что нож справа, вилка слева, что чай подается справа и ставится справа. Бокалы мы можем ставить и перед тарелкой, и сбоку, да, с правой стороны. Вот эти правила нужно Обязательно. обязательно использовать. Ну что, дорогие друзья, мы поздравляем всех с новогодними праздниками. Я не знаю, вот просто вот такая красота – это некого рода даже релаксация. Вот сервировка стола действительно это некий антистресс, если, конечно, об этом позаботиться заранее, а не 31 декабря, да? Мы желаем всех прекрасных новогодних праздников, счастья, здоровья в новом 2026 году.